После воскресного инцидента, который произошел между главой Гагаузии Михаилом Формузалом и примарами населенного пункта Гагаузии, одному из участников того события, примару города Чедерлунга Георгию Орманджи, была прислана повестка в районный комиссариат полиции. Я думаю, что просто попытка напугать меня как примара, потому что я выступил и сказал о том, что Башкан не прав, когда люди, бюджетники, не получают заработную плату. И кроме того, я сказал, что он должен вернуть те 600 тысяч лет, которые они взяли себе выходное пособие за зарплату. Вы представьте, сумма 48 тысяч лей, я не знаю, там плюс-минус копейки, лично он и члены его кабинета. Заместитель Камрадского РКП отказалась отвечать на вопрос, что именно стало причиной вызова чедерлунгского примара в полицию, ссылаясь на пресс-секретаря УВД Гагаузии. Однако, позвонив пресс-секретарю Управления внутренних дел Гагаузии, ответ на этот вопрос получить так и не удалось. Мы дали ту информацию, которую дали, мы от нее не отказываемся, но больше ничего пока говорить не будем. Будут результаты какого-либо действия или решения, мы скажем. Пока. А почему именно он был вызван, вам неизвестно? Нет, я ничего не могу вам сказать. А какой результат, что ждут? Ну, по поводу сбора материалов, анализа ситуации. Один из свидетелей столкновения примаров и Башкана, Василий Нейковчин, заместитель председателя Камрадского муниципального совета, считает случившееся следствием политического и экономического кризиса в Гагаузии. Заканчивается февраль, морозы лютые, бюджетники без зарплаты, бюджет автономии не работает. Это впервые за 17 лет существования Гагаузии. Наверное, чаша терпения уже переполнилась, и случившееся было следствием того, что так Гагаузией управлять нельзя. Кто прав, кто виноват, будут разбираться соответствующие органы правопорядка. В свою очередь, телекомпания АТВ будет следить, как будут развиваться события дальше. Но как бы там ни было, в спорах и интригах рождается истина, после чего обычно наступают перемены.